как ни странно. Так что это, мне кажется, впервые в Кыргызстане такой формат, да, где собираются фанаты Ливерпуля и обсуждаем эту тему. Да, получается. Так что вот, сначала будет ознакомление со всеми. Познакомимся коротко, быстро, с какого года они болеют за Ливерпуль, или кто-то стал недавно болеть за Ливерпуль, или же как давно. С кого начнем? Да, по порядку. По порядку, да? Куча. Это Кутман. Здравствуйте, меня зовут Кутман. Я фанат Ливерпуля, начиная со стамбульского чуда по настоящее время. И я встретил чемпионство Ливерпуля, работая в красной зоне. Угу. А я-то думал еще раньше. Врач. В 2000-х годах вообще. Именно Стамбул стал подвигом, получается. Да. Ничего себе. Тут все стамбульские. Дальше, Нураскар. Да, как Арген сказал, меня зовут Нураскар. Я начал болеть, если не соврать, с 2003-го. Но осознанно, да, после Стамбула. Так как первую форму купил на Дордой Ливерпуль, там Карлсберг, 8 номер, я даже не знал, кто это, оказывается, Джерард. А я раньше, кстати, Джерард, знаете, как я читал? Герард. Не знал, что Джерард. Не, бывает, да. Нет, не бывает. Давай уже знакомься. Хорошо, далее у нас идет Марат. Это я. Примерно все то же самое. Меня зовут Марат. Болею тоже где-то там с 2005-х. Частично даже надел стамбульскую форму. Кстати, недавно эта форма? Да. Где это? На заказ? Да. Откуда? А можно рекламу? Конечно. Ну я ни к чему не привязан. Прикинь, как офигеет. У них там страничка в Инстаграме. Рассказываю историю. Мне скидывает брат. Можно историю? Да, конечно. В Инстаграме скидывает, говорит, смотри, а там футболка Торреса. А. Я говорю, нет, Торреса не хочу. Пиши им в Инстаграме, типа, хочу вот Стамбул 2005, Хаби Алонсо. У меня Хаби Алонсо сзади, кстати. Он говорит, да, привезем. Я говорю, серьезно? Да. Сколько? Он говорит, ну, задаток 900 сом скиньте. Я думаю, хрень какая-то, наверное. Ну, скинул 900 сомов, заказал, фамилию, имя, все, вот так хочу. Говорит, вот, привезли. И за 900 сом? Нет, это задаток, половина. Я думал, забыли. Ну, я не знаю, может, сейчас у них А цены сколько ты другие. отдал в общем? 1700. На 2 умножь. Да, а страница у них называется в Инстаграме Fizgol, по-моему. Fizgol, да, по-моему. Вы знали про F-I-Z-Go. Да, прикольно, потому что у меня была вот такая оригинальная, я ее покупал прям, с eBay заказывал, наверное, в 2012 году. Она, стоила тогда уже, по-моему, типа за $80, он ее отправил с eBay с доставкой, но она бэушная, то есть ее кто-то носил в Ливерпуле, то есть она реально с Ливерпуля приехала, но она вся убитая была, то есть вот здесь все было покоцано, и сзади не было ничего. Но вот это, на удивление, очень хорошего качества, я удивился. Прям светится, Да. прям белый все там. Я аж охренел, когда мне ее привезли, я открыл и там, Не пожалел, да? да, не пожалел 900 сом. Хорошо, далее, Нурбек. Меня зовут Нурбек, и я начал болеть где-то в 2002 году, наверное, третьем, потому что мне подарили кепку, и я просто одевал, и Не знал, да? прикольное название было, да. А, Потом начал смотреть, ну и потом уже получился Стамбул, вот это я посмотрел. Получается, я один из там. Когда не уходите, да? В футболе все случается, да? Комментатор когда. Мы без комментариев смотрели. Понятно. Все, тогда далее двигаемся по теме. У нас дальше идет. А ты, подожди. Про Ты же тоже болеешь, не знаю, да. Давай ты Ладно, про спросим. себя чуть расскажу. То, что я не стамбуловец, потому что в это время я был таким, не знаю, реально, можно сказать, глором, таким пацаном, не понимал смысла футбола, за какую команду болеть, чья история лучше, дальше. У меня было Реал Барса, серьезно. Вот только, вот старший мой брат болеет за Ливерпуль. Глори Хантер, да? Короче, старший мой брат болеет за Ливерпуль. До сих пор. Ну, может, не глор точно. И такой Может, надо было его момент, когда позвать? Клоп пришел, в 15 году же, да? 9 Да, лет. 15 Да. в октябре. Мы вот смотрели матч Ливерпуль-Дортмунд, когда мы их обыграли 4-1, да? В 16 году. В 16 да. году. Блин, после этого матча я реально, брату, вот я ему сказал, знаешь, братан, я полюбил этот клуб, серьезно. И еще, как я вспомнил сразу, я же битломан, группу Битлз люблю. Блин, как будет совмещаться круто Ливерпуль, еще и любишь такую рок-группу. А Битлз, получается, до Ливерпуля еще? До Ливерпуля А. Битлз. С 5 лет я слушаю А Битлз. я Они думал, же после болельщики Ливерпуля. Эвертона же, ты Ну знаешь? да. И как это совмещать? Вот до сих пор так я болею за Ливерпуль. И никогда Ты я на все не дам. готово пришел, да?
То есть жизни без Клопа ты еще не знаешь. Нет. Но я вот так по частям смотрел, когда был Брэндон Роджерс и все. И есть же вот газеты была, футбол продавали. Так по частям читал и смотрел, и видел новости Ливерпуля. Читал Герард, да? В 15 году в интернете Получается, такие доклоповские времена пропустил. Я понял, понимаю. Каким был Ливерпуль средняком, какие у вас нервы еще были стали, не знаю, как вы это терпели. Нет, мы Седьмое, когда восьмое место смотрели, это же А помнишь, был мы уже смотрели Дортмунд? Big Four же было, 4 команды было, Ливерпуль входил в Big Four. Мгм. Это Ну. потом только в середину он попал. Типа тогда, когда мы смотрели, это был грант, один из 4 Около грандов топ, АПЛ. может. Нет, не Не, около топ. в начале да, а потом 10-е годы. Да, это уже потом было. То есть, когда мы смотрели 2005 года, это был грант АПЛ, один из 4, тогда был Big Four, Мгм. Лигу чемпионов взяли в плюс. котором, по-моему, не было Сити даже, да? Да, Это Big Сити Four. не Сити вообще аутсайдеры были, да? Сити в 8 году Сити, только. Сити тогда только-только этот восстанавливался после второго дивизиона. Я даже Миддлсбро уже 8-0 делал. 8-1. 8-1, да? Вот бы сейчас эти времена, да? Эх, да. Ладно, хорошо, далее переходим. Реакция на уход Юргена Клоппа. Что скажем? Как вы восприняли это? Соль на рану, да? Материться нельзя, да? А я бы сейчас точно сказал бы. Уходи. Кто как воспринял эту новость? Мне очень интересно Не, послушать. вообще это было очень неожиданно для всех, да? Да, просто это шок. было прям средь белого дня. Вот да. у меня, например, я на кроссфит пришел именно. Когда я листал Инстаграм, да, там бам, новость, что Юрген Клопп после этого сезона уходит. И дальше все, мне не было настроения тренироваться. Все спало, все, кого мы дальше увидим, дальше. Вот и все пошло. Не, оказывается, самое интересное, что в клубе все знали, оказывается. За месяц все Нет, знали, и это прям не всплыло. Знало только Руководство руководство. только знало. Знало только Что там руководство. говорят, Нет, знало только руководство. А игроки нет. Игроки Никто, не они, знали, по-моему, решили и в ноябре, да? персонал. Из персонала, ну, получается, только Помощники знали. ну, помощники, Линдерс, там, Кравец знали, все. Вот это еще португалец. еще, Ахтенберг, да. наверное, он же тоже уходит, он, наверное, тоже знал. Ну, Ахтенберг нет уже? Не Клоповский, не Клоповский же. Он же уходит. А, Там Ахтенберг. личный тренер Гомеса же. Не-не-не, тренер Ахтенберг, вратарей, Ахтенберг да. же который. Да, Ахтенберг, да. Он же тоже уходит, кстати. Ну, Все Почти они весь уходят, тренерский штаб да, уходит, все да? уходят. мгм. Мгм. Нет, Нет, Арген спрашивает, потому в какой момент ты узнал? Вот ты что делал, когда ну. ты узнал? Просто дома был, что-то там читал, раз зашел в Телеграм, смотрю на новость. Шок был, но не так, что типа настроение упало или что-то такое. Как бы я себя уже вот с прошлого сезона готовил к тому, что когда-то Клоп уйдет. Но не думал то, что настолько рано. То есть я думал то, что продлил контракт до 26-го и как бы он до конца отработает и уйдет. А тут новости для меня тут так, это что сейчас происходит, что ли? То есть реакция была именно такая. Мне кажется, это у тебя профдеформация. Просто. Ты же врач, и ты уже привык к плохим новостям, наверное. У меня ничего особо не Нормально, да. Эмпатия отсутствует. Ну да. Что у тебя было? Я, короче, за рулем ехал, и тут смотрю оповещение с ютубчика. По тормозам, да? Я, короче, А я я смотрю такой, думал, ну, какое-то видео обычное, залетает там, этого, как анонс Клопа, что он уходит. Захожу, типа, лив там в конце сезона, такой, что, ё-моё? И скинул же сразу телеграм вам. И потом, конечно, по тормозам не получилось, там кто-то мой эти задел. Я такой весь дрожу за рулем. И тут машина, короче, боковое стекло сносит. А, да, ну. Да. Я туда не поместился, сюда чуть дал, и тут машина резко, короче. Ну, это уже другая история. Но это был шок для меня, когда вот Ливерпуль. Что было дальше? Да. Вот мы здесь. Там не приступали. Мара, интересно, как У воспринял. меня, если с маленькой предысторией, у меня есть друг. Он вообще футбол не любил. Ну, мы с ним познакомились тоже где-то в 2015, наверное, 16 году. И когда я приходил там на наши общие встречи, мы познакомились на курсах вообще. Я приходил, и мы вот так общались, я говорю, вот я вечером иду футбол смотреть на просмотр с друзьями, с ним. И он тогда удивлялся, ты ходишь на футбол смотреть, и что, вы там типа поете тоже ходите, да?
там, болеете, прям радуетесь. Мы, он Грустите, да, он удивлялся, когда я говорил слово мы, типа, мы сегодня играем там, Ага. с Челси или с Арсеналом. И вот он, Первый вот такой матч. человек был, да. Потом я его один раз позвал на матч. Не помню, как раз это, может быть, с Дортмундом была игра. И после этого он просто влюбился в Ливерпуль. Он сейчас знает про Ливерпуль чуть ли не больше, чем А я. кто он? Ходит на Абай, матчи? Абай. А, И он, получается, А его новость сейчас нет? отправил. А? Он И он, уехал получается, куда-то? тебе новость отправил. Да, и он мне в Телеграме написал, типа, Ага. с матом, типа, плохо уходит. А я сидел за компом работал. Был шок, реально. Я просто, не знаю, хотелось плакать. Знаешь, как просто реально частичку себя вырываешь просто. Сам вырастил, да? Клопа. 9 лет носил. Я его столько ждал, я его, прикинь, там, 12 лет ждал, когда придет такой чувак, и мы с ним выиграем все, что можно. А на Шок, Шейку, наверное, было вообще пофигу, да? У меня дома был ремонт, я ездил на закупе где-то, и где-то у меня было 5 минут. Я начал смотреть ТикТок, и официальный аккаунт опубликовал вот этот анонс там короткий. И я даже звук не включал, я увидел то, что надпись, тема видео, то, что Клоп объявил об уходе. Я даже не стал до конца досматривать, потому что все равно этот анонс, и там было написано, что вечером будет пресс-конференция. И я положил телефон в карман, чтобы потом вечером посмотреть. И, ну, конечно, это был шок, то, что все хорошо было. Только, получается, даже все было хорошо, стало хуже. Сейчас вроде бы команду Клоп вернул в нормальное русло. И как будто бы не время уходить сейчас на подъеме. И я немножко не понял. Но решил потом уже вечером дома спокойно в обстановке все посмотреть и осознать. И все. Ну что скажем, кого мы видим на следующий сезон вместо Клопа? Джерарда. Джерарда. Джерарда? Почему больше? Нет, смотрите, Джерард только недавно продлил с Итихадом, как там делал? Итихад. Клоп Саудовская, тоже да. продлил. Он может что, уйти сразу же, весь в этом? Клоп же тоже продлил? Клоп Контракт. когда продлил? Даже В прошлом году он продлил. В октябре же, да? В 22-м. В прошлом году же он. В конце, В в конце году, 22-го, в конце 22-го. Да. В прошлом сезоне, получается, он продлил контракт. Да. 22-20. Ну, то есть все-таки вы Джерарда видите в следующем сезоне? Нет, кто он видит же? Нет, я считаю, Джерарда... я вижу Хаби Алонсо, наверное. Ну какие-то все уже новости пускают, то что Алонсо кого-то еще Алонсо захватит, наш, да? Алонсо Для наш. игроков. Ну, Алонсо наш, так же, как это, Биллингем наш. В прошлом году мы же весь сезон так и ждали же его. Видели новость, как в Таиланде мошенники, какой-то чувак отправляет с официального типа сделал там, да, кстати. отправьте мне деньги на билет, мне не хватает 300 бат, Я не могу в я Ливерпуль стану доехать, тренером Ливерпуля, да, я не могу Нет, долететь. что интересно, они еще и поверили. Да, Как? ну конечно, люди отправили. Ну, без лоха жизнь плоха. Тайцы. Нет, мне кажется, Алонсо сейчас нет смысла идти в Ливерпуль. Если у него не получится в Ливерпуле, это клеймо Он на всю пойдет жизнь. на спад. всю- Типа Нет, как даже не Лэмпард пойдет, Челси? все нормально будет у него, дальше он продолжит тренировать в среднем клубе, маленьком каком-то. Но в большом клубе ему никто не доверит после этого. Но хотел бы, что он сейчас в Байере остался бы, дальше работал, да? Ну даже не в Байере, в любом месте, но имеется в виду, у него карьера может потом не сложиться из-за вот этого. Но он же профессиональный футболист с большими амбициями. А может Вот получится. Большие люди, Если большие он не амбиции боится должны рисковать. пойти, рисковать, и ну тогда пусть приходит. Ведь такой шанс выпадает, можно сказать, раз в жизни. Не каждый, Не, ну смотрите. не каждый день из Ливерпуля будет уходить клуб Нет, и нет, оставлять смотрите, тебе- если Алонсо подписываем, ему, наверное, дадут такую условие, типа, чувак, давай, год попробуй, ладно, 2 года попробуй, 2 сезона попробуй, мы не будем там надеяться, что ты сразу чемпионство возьмешь, там, еще ЛЧ возьмешь, да, нет, то, что оставил Клоп, сделай еще лучше, да, сделать там вообще топчиком, чтобы через 2 сезона там Пепа просто во все щели, короче, Нет, сами насчет понимаете. пробовать. Может, это в те времена было, когда Да, Ливерпуль да, был сейчас топ. уже не время Сейчас пробовать, сейчас футбол надо это А брать. бизнес, Ливерпуль да. уже топ уже. Сейчас Надо мы держать. без Но топов в составе идем на первом месте, сейчас, да? в этом плане сейчас нету, по сути, Лишь бы лишь. нет, по сути нету тренера, который бы пришел бы И сразу прям. и, да. и сейчас вот с тем, что есть, придет и вот идеально что-то сделает и продолжит то, что сейчас Да, время продолжается. Сейчас наоборот говорят, Тот, кто- что Они все надо заняты. это Тот, делать кто, уже. тот, кто придет, он по-любому будет строить что-то свое. Свою, да, обязательно. Даже если он возьмет за фундамент то, что сейчас есть, Мгм. по-любому он будет приносить что-то свое, и к этому будет адаптироваться команда. И в этом плане нужен, мне кажется, нужен больше тренер, который
готов что-то строить. Я, например, боюсь, если придет кто-то по типу Мауриньо или Конте. Да, они дадут результат. Токсики такие. Сейчас. Они дадут результат здесь и сейчас, но что-то не понравится, что-то не так пойдет первым, они сразу начнут рушить клуб. Может, они попробуют Ну, потребуют Мауриньо и Конте и не подходят к нам, потому что это тренеры, которые любят большие бюджеты. Да, вот Ну, именно, как мы это знаем, только что Ливерпуль У никогда не Мауриньо отличался что, большой тем, бюджет был? Где он? В Роме работал? Ну, в Роме я не знаю, но все, что было до Рома, у него были огромные бюджеты. Всегда. Тот же Юнайтед, Да. Юнайтед. Нет, Челси, Тоттенхэм. нет, У Конте тоже, даже в Тоттенхэме про ему давалось Ливерпуль, большие про Ливерпуль деньги. говорить то, что у него бюджет маленький, Да. а нельзя. тоже неправильно. То есть у нас по сравнению... Деньги не проблема. Опять нет, если мы сейчас... Он у нас не такой большой сравнимо с результатами. Но в сравнении там с Манчестер Сити, с ПСЖ, там с МЮ. Но если так смотреть, мы достаточно нормально, достаточно много тратим. Нет. Есть же статистика. Открываешь статистику трат Цифры есть, да? Ливерпуля за последние 5 Не, лет, ну и не ты на- увидишь, нет, что ну не Ливерпуль настолько. находится ниже там 8 места. Ниже Вестхэма. Ниже Не, Вестхэма, ниже Эвертона, ниже Тоттенхэма, ниже- нужно быть на первом месте, что ли? Нет, я говорю, что Мауриньо и Тоттенхэм это тренеры, Которые большие деньги нужны клуб, то есть они приходят в клубы, где клуб может Не, ну позволить себе много трат. Тоттенхэм в этом плане даже ниже нас находится. Так, при Конте Тоттенхэм и тратил огромные деньги. Они же Ну, они покупали пол- всяких ну, игроков. понятно, и Да. по- и И то получили. есть ФСГ даже я не думаю, что они рассматривают такой вариант. То есть я думаю, Да, ФСГ скорее будет брать всего, сразу и тренера, который не будет претендовать на огромный бюджет. То есть я думаю, они будут претендовать на... Я не думаю, я думаю, что ФСГ понимают, что Клоп делал уникальные вещи, и что любой тренер в мире на месте Клопа с этим бюджетом не смог бы добиться того, что сделал Клоп. Во-первых, я думаю, ФСГ понимает, что любого тренера, которого они возьмут после Клопа, нужно будет все равно выделять деньги. Больше, чем Клопу. И тут вопрос лишь только, насколько больше. Да? Если приходит к нам условно Хаби Алонсо, который и так работает с бюджетным байером, так скажем, и добивается, ну, по крайней мере, 2 последних сезона показывают хорошие результаты. Я думаю, это очень хороший вариант для ФСГ. Но я думаю, что ФСГ и должны понимать, что оставаться в тех же рамках, как и с Клопом, то есть Надеяться выделять на столько деньги, денег, да? да, и надеяться, что Хаби Алонсо сможет делать то же самое, что и Клоп, я думаю, это маловероятно. Ну, мне кажется, все будет зависеть от того, как себя преподнесет тренер в этом плане. Если он четко скажет, мне нужно будет изменения на этой или на этой позиции, нужны такие игроки, те, которые у нас есть, они мне не подходят, и их, возможно, нужно будет продать. Если он четко преподнесет это, мне кажется, ФСГ предоставит эти бюджеты. Да. То есть не Вопрос будет- в том, сколько они предоставят. То есть это как было в прошлом году, когда Клоп пришел, сказал, мне нужен полузащитник, и он хотел Биллингема. А ему же не взяли Биллингема, сказали, оставим на следующий год, возьмем в следующем году. В следующем году за это время Ливерпуль не попал в Лигу Чемпионов, и уже Биллингему не особо Биллингем охота была. подорожал, Да. да? Вот как И вы- он подорожал, он ушел просто в Реал. Как Нурбек говорит, деньги не проблема, но смотря как тренер все это Но смотря на кого. и как он потратит. Например, Клоп за эти же сколько лямов потратил же Почеттино, Кайседо или кто там еще. За сколько он Кайседо, взял Лавия, да, кто у них? За 120 Челси? взял Энцо, Кайседо? Кайседо, да, за За 120. 120. А за 120 он столько игроков может взять талантливых. Правильно, Клоп? Там они же так взяли- взять. Нет, при этом Макалистер, в Сабаслай, Энда, блядь, на какой-то эти момент же мы готовы были предложить. Предложить за Кайседо Что за 120. 100, да, 100 с лишним, 116. Да. Готовы были. То есть не проблема, если продавливать. Вот это уже конец был, ТО там. Это, я думаю, это был паник 2-3 бай дня просто, уже, паник да, битый. там паника Ты пытаешься купить одного, потом переключаешься на второго. То есть мы же переключились Славия на Кайседо, который уже вел переговоры с Челси. И мы начинаем просто устраивать этот аукцион. Я не думаю, то есть Это не такого... такая необдуманная покупка была. Не, обдуманно, но при этом клуб же был готов. То есть Они не хотели я про то, что у ФСГ есть деньги, но есть У деньги, ФСГ если денег это нет, если у клуба надо. есть, у клуба есть Если деньги. прям надо. Не, давайте так. У ФСГ нет денег, у клуба есть деньги. ФСГ не дает деньги клубу, чтобы он мог их потратить. Это будет нарушение же. Нет, кстати,
Нет, до какой-то определенной суммы. Можно вливать, да? Да, Нет, может ты вливать. можешь, то есть ФСГ что хотели сделать? Они же хотели продать сколько? 10 или 5% доли клуба за 200 миллионов и вложить их в клуб, правильно? Мгм. Но пока этого нет, и то есть в теории они могут это сделать. Я к чему веду, что у нас нету таких бюджетов, как, допустим, у остальных клубов Не. в АПЛ. Кого ты хочешь видеть вместо Клопа? Вот. Да, Сейчас Да. я считал и верил, что это будет Линдерс после ухода Клопа, потому что мне всегда казалось, что они готовят Линдерса на эту роль, потому что... По-моему, даже говорили же, да? Да, это, по-моему, даже и озвучивалось, и журналисты ливерпульские всегда все говорили, что вот, типа, после Клопа останется Линдерс, он такой крутой, он такой молодец, со всеми ладит, со всеми сотрудниками клуба ладит, со всеми игроками тоже ладит, и вроде как бы он должен был остаться. И в команде атмосфере и там ничего не изменится. Да, и я тоже был к этому готов, и если бы это сейчас произошло бы, я бы к этому относился, наверное, более позитивно, чем то, что происходит сейчас у нас. Хаби Алонсо, Не, а как же то, что Линдерс, как игроки будут приходить, если Линдерс позвонит, типа, кто ты? Это Линдерс, Ну, я тебя не знаю. Алонсо я знаю, как игрок, ты легенда. я понял, ты имеешь в Да. виду то, что когда Клоп звонит условному Собославу и говорит, Да. чувак, я Типа тебя жду, бренд же приходи». есть у Да. да. Мне кажется, Клоп в этом плане лучший в мире. То есть нету ни одного тренера в мире, которого, то есть игрок, нету ни одного тренера в мире, чьего бы звонка ждали, чем звонка больше. Любой игрок. То есть, типа, прикинь, условному Джуду звонит Клоп, и Джуд готов был, условно говоря, приехать в Ливерпуль благодаря Клопу. Но я думаю, что таких тренеров в мире очень мало. Может быть, там Гвардиола, может быть, там Анчелотти и еще сколько-нибудь. Я думаю, в этом плане в любом здоровом клубе это просто был бонус от Клопа, это плюс от Клопа. Но я думаю, что в любом клубе этим занимается там спортивный директор и все остальное, а там роль тренера уходит уже там на второй план, когда он созванивается, уже говорит, приходи, мы тебе хотим дать вот такую роль, ты будешь там играть вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это делать. Я думаю, если бы остался бы Линдерс, и клуб бы развивался дальше, показывал бы офигенный футбол, мы бы претендовали на АПЛ, на Лигу Чемпионов и на все остальное, то я не думаю, что это была бы большая проблема привлекать игроков больших или маленьких. И опять же вопрос лишь, мне кажется, всегда в деньгах. То есть Клоп мог уговорить футболиста дорогого прийти к нам, условно говоря, подешевле. То есть он мог уболтать кого-нибудь, кто хочет в условный Реал, потому что Ливерпуль это не первое место для прихода для игрока, особенно для латиносов, потому что им там предпочтительнее Барселона теплая, там, Реал или всякое прочее. И Клоп на этом рынке давал нам конкурентное преимущество, когда он мог просто позвонить и сказать, чувак, я хочу тебя видеть, приезжай. А по-моему, было же интервью, когда, кто это был, по-моему, Стив Колкер или кто, он говорил, что он ему позвонил Клоп. Нет, это был не латинос, это в плане того, что ему позвонил Клоп и просто сказал, ты мне нужен, приходи. Не, ну Колкер, он играл в чемпионшипе. Да, ну я к тому, что чемпионшип, Да. ну не знаю. Курс не Парк уверен. Рейнджерс он играл. Который Я был не второй уверен, но в сама чемпионшипе, суть в да? том, что Да. то есть, человек обладает такой харизмой, звонит и просто забирает любого. То есть Я- он давал нам это конфету. Я в этом плане согласен с Нурсаном в том плане, что у Линдерса есть авторитет среди тех игроков, которые есть в клубе. Любой другой игрок, который придет, даже если он придет на бренд, даже если он придет на имя Ливерпуля, для него Линдерс пока что не будет авторитетом. И как только будут какие-то проблемные ситуации, результат будет не соответствовать, первым будет идти давление именно на Линдерса. Да, А Линдерс в этом плане, у него опыта главного тренера нету. Ну, никто не видел, да, как он ведет себя. И он может поплыть. Может. Конечно, в этом плане есть риск у Хаби Алонсо и Всех. того же Джерда. У всех есть такой риск поплыть. Но при этом, если вдруг будет идти какой-то конфликт изнутри, из команды, С этим можно тот же Хаби Алонсо и Джерард, они могут за счет своего игрокского Имени. авторитета, за счет своего имени этот конфликт как-то нивелировать. Понятно. Поэтому Линдерс, в плане Линдерса я именно в этом плане боюсь, что
он может ситуацию из рук выпустить ситуацию из Но рук. во всем остальном Во он же всем, хороший во всем остальном. вариант был. Я в этом плане. или нет? В этом плане он хорош. То есть в плане тактики, в плане тренировок он хорош. В плане я его не. Тут проблема в том, что Ливерпуль за время, которого тренировал Клоп, он из такого местного топ-клуба английского превратился в мировой бренд. И для этого мирового бренда нужно соответствующее лицо. Линдерс, к сожалению, в этом плане, в медийном плане, Линдерс чуть-чуть не Сейчас тянет. конкретно сейчас нет. Тут да. Ну то есть для тебя получается Линдерс и Хаби Алонсо, они равны или нет? Нет, получается. Они равны, но у каждого преимущества в разных. Это понятно. в Вот раз- ты кого выбираешь? Алонсо? Мне без разницы. Не, особо. Объясню ситуацию. Хаби Алонсо, у него есть большой кредит доверия в том плане, то, что он легенда клуба. И 100%. за счет того, что легенда клуба, от болельщиков к нему будет больше доверия, больше поддержки. Это во-первых. Во-вторых, Хаби Алонсо сам именно ментально тоже относится к клубу, очень хорошо относится к клубу. Тепло. Близок к клубу. И он знает, что нужно делать, что нужно для болельщиков, что нужно для Ливерпуля, чтобы они были, чтобы прийти к успеху. Плюс третий момент, у него есть имя и лицо. То есть в любом месте, где бы он ни появился, Как у любого другого человека. Нет, лицо узнаваемость. Линдерс куда-нибудь там вне Англии куда-то приедет, ему придется сказать: меня зовут Пеп Линдерс, я там, Тренер я Ливерпуля, я ассистент Клопа в Ливерпуле. А так, если его кто-то другой увидит в обычной одежде, не в форме, его вряд ли кто-то Мы даже же знает. берем тренера не для того, чтобы его ходили и узнавали. Мы берем тренера, чтобы выигрывать титулы. Условно говоря, если Линдерс завтра начнет претендовать на АПЛ, я думаю, все твои страхи Отпадут? Да, отпадут. Ну все, И то же самое наоборот, если забудьте Хаби... его. Кстати, да, Линдерса уже не будет. Я к тому, что, соответственно, и наоборот, если же завтра Хаби Алонсо не будет претендовать, да, условно говоря, в следующем сезоне у нас Хаби Алонсо, и мы там в середине сезона оказываемся где-нибудь там. в ситуации, в дне. понимаете, в ситуации, когда Хаби Алонсо не претендует и Линдерс не претендует на чемпионство, Они одинаковые. Они Они оба, значит, беспонтовые тренеры. нет, На тот я момент. говорю про то, что как Хаби Алонсо будет меньше давления. Ну, у него авторитет. Да. У него да. кредит доверия чуть больше. Но сейчас-то кредита доверия к Линдерсу было бы больше, если Да, бы он чем- был как вариант, чем Хаби Алонсо. Вообще, вот эта ситуация, она же решилась в ноябре, да? Да. Говорили. Да. И, скорее всего, с кем-то уже есть договоренность с того времени. Ну, хотелось бы надеяться. И поэтому Но учитывая, нам что у надо нас просто даже спортдиректора нет, то не знаю. Хорошо. Кого мы решили ставить на следующий сезон? Тренера? Да. Из доступных вариантов, наверное, Хаби Алонсо. Мне тоже самое. Алонсо. Я либо Алонсо, либо Джерард, но с Джерард, нет, Джерард с этим. С маленькой Стивом оговоркой. Кларком. С Клопом, да? Приедет и поможет С МакАлистером. Чтобы он приходил с тем ассистентом, которым он работал. Мне кажется, в это этом, слишком Рейнджерс. сложно. Давайте тогда Рейнджерс? вернем Джерарда. Да. и Коло Туре, оставим- что ли? Как? Коло Туре? Нет. Макалистер, Макалистер. Стив Кларк. Нет. Макалистер. Это Роджерс, Джаред что ли? Макалистер. У него фамилия на букву Б была. Беллинг. Брендан Роджерс. Понятно, ты хочешь, чтобы Джерард пришел? Нет, если Джерард придет. Я вообще против. Я не Для хочу, чтобы... потому что они, как легенды клуба, но для них нужна подстраховка. Я даже для Алонсо считаю, что ему нужен сильный ассистент. А что это? Да я думаю, Это вообще плюс. Нет, было бы у хорошо, Алонсо если уже бы... есть свой тренерский штаб. Он Было может бы вместе хорошо, не если бы полностью Джерард пришел, с Клопом, один да, сезон как-нибудь отработал, Хендерсон. потом его До убрать, свидания. и уже Алонсо придет, который сезон Второй сезон проиграет, уже второй берет сезон чемпионство, да? выиграет. Да.
Не, а может быть подпишем кого угодно и через год просто Клопа вернем? Просто даже Алонсо будет, будет легче работать в Ливерпуле, чем условно в Баварии или в Реале. Ну, мы не потому знаем, что, потому что его нет, в потому Реале что там звезда. будет давление еще больше. И там фанаты, они сразу будут требовать результата, в отличие от Ливерпуля. Мне кажется, у нас тоже В Баварии? Ты Не, думаешь, у нас кредит У доверия, нас, по-любому честно, будет кредит простительный же доверия. Ливерпуль. и это же Хаби Алонсо, да? Блин, бұл сезон болмай қалды, емкі сезон точно. Следующий сезон наш. Хорошо, ладно, мы решили как-то более Алонсо. У Да? нас фанаты более лояльные в этом. Ну, Раскар тоже Алонсо? Да, Алонсо. Джерард. Джерард, Алонсо, скорее всего. Алонсо. Хорошо, давайте чуть поговорим о прошедшем матче, как Ливерпуль, не знаю, уничтожил. Ливерпуль уничтожил на Энфилде Челси. Что по игре? Игру сделал пацан. Пацан. Да. Да, вот насчет всего этого. Вы изначально ожидали такой состав крайников? Справа Брэдли и слева Гомес? Или же все-таки Робертсон и Арнольд ожидали? Нет, сразу нет. После... Вот мое мнение, я ожидал сразу же Робертсона и Арнольда. Но с удивлением появились Я не Брэдли. ждал. Сразу Он бросать. же болел еще, да? Роберт, но он только после травмы, я не думал, Он что он выйдет только с первым. восстанавливался, А да. Гомес уже играет какой? Третий матч слева? Гомес хорошо играет. Гомес. Вообще Даже он больше, по-моему. профильный левый защитник, скажем. О, начинается. Нет. Это просто Брэндон Ройлс запихал туда, когда он только пришел. Первая официальная игра у него была именно слева. Да, потому что там, я не помню, то ли Морено сдох, то ли еще что-то. и Или Роджерс- Морено- Луис Морено тогда вообще Энрике не было. сдох. Он просто зверь был. Или он, да, он был сломан точно. Ну там у нас тогда была прям жесткая проблема с левым защитником. Да, и Милнер даже. И Джонса туда выпустили, ну, айля Джо. Но он хорошо играл, я помню это время. Томас. Но он, Да. Но не Глен выйдет. Джонсон тоже слева играл. Давайте по матчу. Да. Так что Джонсон, давайте по понятно. матчу пройдемся немного. Так что мы сделаем с этими крайниками? Арнольд убираем в центр, либо в запас, Робертсона в запас. Не, ну Но я... Брэдли достойный состав. Брэдли очень хорошо сыграл, Но но я... проблема же то, что молодые они не могут весь сезон играть. 100%. И Я это, думаю, что во-первых, это правда, яркий... Это, во-первых. Во-вторых, по-любому, на данный момент форма Брэдли и форма Гомеса намного лучше, чем у только-только восстановившегося Трента и Робертсона. И бросать, как бы Клоп сделал логичную вещь, то что лучше поставить тех, кто уже, у которых есть игровой ритм, у кого есть, кто физически готов бодаться с Челси, чем бросать Робертсона и Трента, которые, мало ли, вдруг не вывезут весь матч. Тем более он же выдавал 2 голевые, да, в предыдущей игре. В кубке? Да. Да? Не, но при этом в кубке и Робертсон, и Трент тоже вышли. Но После, там было видно, что они еще в игровой ритм, особенно Робертсон, он еще не Ладно, в как игровой вам ритм не Конор вошел. вообще? Зверь? Зверь. Зверь? Смесь Трента и Робертсона, Ну, скажи. должен вырасти топчиком, если Надеюсь. еще так же Ну будет сколько дальше. таких мы уже видели, да? Да. Да, дальше Но чуть посмотрим. этот, по-моему, уже должен. По составу чуть еще пройдемся. Собослай, который недавно только восстановился Зверь. уже. Топ. Уже сразу начал играть. Но он с самого начала Ну, сезона с самого да, начала, он да. очень удивляет хорошо, приятно. Сразу Но влился. Были моменты, когда мы его хаили. Что с Собослаем, потому что уже перегорел. Ну, Мне да, кажется, он просто ему устал можно после позволительно Зерна. было Вы чуть-чуть. просто привыкли сразу видеть, Да. что игрок зверь. Ага. И, если честно, в начале сезона, когда мы еще на просмотр ходили, я часто говорил, что давайте не будем сильно петь дифирамбы Собослаю. А то уже вознесли его в ранг там на уровне Джерарда. Я говорю, Правой ноги сейчас, да, и левой ноги. сейчас, возможно, сейчас у него он на мотивации. на мотивации Да, на этом он 100%. играет. Когда сезон войдет вот в полную силу, в ноябре, в декабре, он немного сдаст, я говорил. Да, это Он- было ожидаемо. Есть у Лукомского очень хорошая фраза «регрессия к среднему». Мне кажется, в ноябре, в декабре он, по сути, вернулся на такой, чуть-чуть откатился назад на тот уровень, который у него Ну, потому что нагрузки реально у него есть. были бешеные. Перестал Да, оверперформить, реально у конечно. него есть. И на фоне на фоне нагрузок, на фоне того, что он чуть регрессировал, форму потерял, он травмировался. Но сейчас, мне кажется, вот эта травма, она ему пошла на пользу. Он немного отдохнул. Он Восстановился. мне кажется, ему нужно было именно психологически чуть отдохнуть, Перестал чтобы бежать, да? Мне кажется, он физически перестроиться, устал. подготовить, да, и Он же- психологически, и физически. Он же много играл, он же, по-моему, один из... И
Мне кажется, он будет готов Один во из второй тех, что половине есть сезона в намного Москве. лучше, чем даже в начале сезона. То есть вот настоящего Сабаслая мы возможно, увидим где-то к марту. Проектную мощность он будет. Да, проектная мощность ну, будет ну, в марте. В этом же матче же, да, Нунес 9 раз перекладина, да? О, насчет Нунеса. Рекорд же, да, рекорд. Нунес. Есть Мак, Чё, тот самый, Дарвин есть бьет? Собослай. Пенальти когда? Мне Ну, кажется, надо было, это нападающий, и он Чтобы сидит без гол гола. забить, На надо какой было. минуте это было уже? второй тайм, да, это был? Ну, Нет, я, первый тайм. честно, Первый первый тайм. так и не забил. Мне кажется, команда хотела просто его поддержать, потому Да. что его очень много Байтуш критикуют. хотя бы так Да. забей. И также счет 2-0 было, Да, да? уже А он 2-0. сказал то, что мне подачки не нужны. Не да? подачки. Я хочу один рекорд побить. Вы потом в конце матча узнаете, как. Я тогда кроссбар, да? Ну, у каждого клуба в начале сезона есть список пенальтистов, четкий список пенальтистов. И в этом списке, наверное, Нунес второй либо третий. Второй? Я не думаю, Мне что кажется, второй. его- Мне кажется, третий, там четвертый. Нет, третий, мне кажется, третий после Салах. После Салах. Салаха и Трента. Тренд, Салах, потом Макалистер, Кертиш. Собослай, у нас еще пенальти. Мне кажется, это есть. все неожиданно. Макалистер. Кертис. Макалистер и Сабаслай, они еще не штатные пенальтисты в клубе. То есть Ну, они я имею в виду, это игроки, которые хорошо пинают пенальти в предыдущих клубах. По Макалистеру не уверен, но Ван Дайк еще Собослай... есть. Ты видел Ну, нет, пенальти вот Собослая? ты сейчас, получается, меня взял и по Нунису сказал, нифига, есть же Макалистер, а потом не уверен в том, что он был У пенальтистом. меня такое ощущение, как будто он все время пинал пенальти, но я не Вот, уверен. вот это твое ощущение. По- а? Это твое Правильно, ощущение. да. Но по Собослаю я 100% знаю. например, Нунис, он железобетонно в Бенфике и в Альмерии был пенальтистом. Извините, пожалуйста. Он железобетонно там был, и получается, у него есть, в отличие от этих двоих, уже сезон игры в Ливерпуле, и он может претендовать на звание пенальтиста. То есть ты думаешь, что после Салаха у нас, и после того, как Милнер отъехал, у нас Дарвин следующий пенальтист после Салаха? Нет, третий. После кого? После Салаха и Салах? Трента. Ты думаешь, Трент у нас Он пенальтист? четвертый Тренд. будет. Салах, Тренд, Кертис Джонс и потом Нунес. Кертис Джонс? Да он просто тролль. Как обычно. Трент? Почему ты решил, что Трент пенальтист? Во-первых, вице-капитан, во-первых, вице-капитан, во-вторых, Вице-капитан, что ли? Он не вице-капитан. Он вице-капитан. Подожди, кто у нас? Дай? Ван Дейк, Трент, потом Салах? Тренд. Кстати, Али. Ван Дейк тоже пенальти был, Али. нет? Али, не Он Али, был третий пенальти, пенальти. помнишь? Не, ну это же не повод, если вице-капитан, все он, значит, пенальтист. Вот я не успел досказать. Во-вторых, он, Да ты долго просто. нет, он все стандарты. Нет, Бьет. сейчас и Собослай бьет очень много Ну, это стандартов. периодически. Потому что Тренд Периодически в зависимости от позиции. Тренд бьет стандарт. Но любой штрафной там Всегда Собослай, Тренд. первый выбор это Тренд. Сейчас По-любому. Собослай даже больше бьет штрафных. Салах бьет. Последний матч посмотри, в основном их пинает нету. Собослай. Просто их сейчас нету. Кого нет? Нет, когда был Собослай, он бил. А Тренд, кстати, он стоял в основном. Не, в общем, Дарвин, мы все хаем его, но у него статистика нормальная, оказывается, он на втором месте. или на первом Нормально. месте, да. Ну, ладно. Ладно, давайте что. Нет, Я не успокоюсь. по Дарвину я скажу так. Мы слишком от него Много ждем. Ну, Как как слишком много? от него много ждем, он 100 миллионов Не, мы стоит. ждали. Не дождались уже, он сделали, ушли, да, ты хочешь это сказать? Нет. Мы же год ждали уже. Нет, сколько сейчас игроков, которые стоят 100 миллионов и вообще даже не показывают, даже там Ну, это вообще- четверти. Ну это вообще не контраргумент. Так можно любой аргумент сказать. Покажи мне любого другого игрока, который лучше или хуже. Нам же нужен нормальный. Белли- А мы же покупали его Нет. для того, чтобы он забивал голы. Как обычный, как игрок нападения, не главная звезда нападения, но как нормальный игрок нападения, который Не, ну приносит если ты дофига играешь пользы. в Ливерпуле, и ты нападающий в стартовом составе, ты должен быть звездой нападающим, и не просто там. Фермино у нас- не умел забивать, но он все делал другое. Черную да? работу. Ну и Фермина, у ну, Фермина если статистика нет, была И если неплохая. статистика у него, он там один сезон, по-моему, 25 голов забил. Во всех турнирах. В АПЛ.
В АПЛ он Не больше, было в АПЛ он ни такого. разу. Не там было, у не него было. как Он раз больше 25 15 не не было. забил. когда у него бонус. Он Не, больше не, не. 15 не Просто забил. Не-не-не, 25 Это же не все было. под запись. Это же не просто, когда мы в баре сидим. У него много было голов, потому что у него был бонус за каждый гол, потом, если А, больше По-моему, 5, когда забил во всех соревнованиях Лига Чемпионов, вот это все вместе у него по 30 голов. все вместе 30 было, да. Что-то мы подальше ушли. Не, в итоге по Дарвину топ. Нет, Кратко, без вот этого. Топ. Да. топ 100 голов. Топ, но еще не до топ. Да? Нет. В плане самой игры топ. У В него плане только реали- одна херовая, У него, да, у него сейчас херовая у него- реализация. У него сейчас проблема именно реализация. Сейчас, Но, последние но в полтора плане, года, но в плане Как физики, открывается. в плане скорости, в плане, в плане да. тактической игры, в плане прессинга. Очень хорошо. Он больше Он только в полезен. этом году начал прессинговать хорошо. В прошлом году он не в попад бежал. А у нас любой игрок, Когда любой он- игрок месяц, целый Вот сезон. вот эта байка о том, что у нас прессингу любой игрок адаптируется. целый сезон учится прессингу, это неправда. Да я про Сабаслай могу сказать, что первая половина Сабаслай, сезона Мак, он мне да, вообще да. не нравился в том плане, что он две из трех А тебе и действий, Кёртис два из трех Джонс не действий, нравился? два из трех действий он играл не в попад с командой. Кто? Сабаслай? Сабаслай. И тем не менее он был одним из лучших игроков первой половины. нашей. Это кажется визуально. Так, статистика. Ну же по статистике. По Один стати- из лучших тех, кто передавал мяч в финальную треть. Один из лучших, кто передавал мяч Вот в тут- штрафную. нет, тут и все уже- остальное. Потом он, по-моему, был другое. один. Нет, тут Но особенность его этого не позиции. видно, да. Нет, тут особенность его позиции. Просто он рядом. Особенность его позиции и Так он был в сравнении и роли. со всеми игроками. Давайте мы чемпионата. дальше к другим переходим. Да, давайте. Да, Дарвин. все, да? Дарвин, не знаю, мне кажется, Он больше полезен на фланге. нет, вот это нет. На Ну, фланге, фланг знаешь, такой. почему он полезен? Он полезен, когда команда играет, то есть когда соперник играет, пытается тоже играть в атаку, и есть за спиной пространство. Дарвин может прокинуть мяч на Yes, 17 метров вперед и бежать. Но когда ты играешь с условным Бернли, и ты на фланге, тебе надо там на 2 квадратных метрах обыграть игрока, он очень плохо это делает. По крайней мере, мне так кажется. В этом плане, что Жота, что Луис, они намного лучше. Что Кёртис Джонс? Да, что Кёртис. Хорошо, ладно, давайте завершаем тогда. Насчет сезона. На каком месте мы? У меня для Чемпиона тебя или еще же- есть Блиц. Блиц или Quickfire, как там правильно? Квиз? Да. Ответ, вопрос-ответ. Быстрее. Сейчас? Вот это поворот. Нет, проверка значит, да? Да. Это Нет, его? нет, это даже не проверка, просто вообще такие вопросы. Сейчас или после? Давай сейчас. Давай, ладно. Вообще бы вам бы всем было интересно задавать, ну ладно. Шкртел или Лаврен? Блин, что сказал? Ориги или Дарвин? Дарвин. Хюпия или Агер? Агер. Хендо или Соба? Хенда. Трент или Роба? Ох, ё! Раба. Зверь. Все-таки Фаб или МакАлистер? Фаб или МакАлистер. МакАлистер. Лейва или Джам? Лейва. Салах или Суарес? Суарес. Зверь. Роджерс или Бенитес? Бенитес. Стиви или Хенда как капитан? Как Джерард, капитан? Да, Джерард или Хенда как капитан. Как капитан я хочу реально выделить Хендерсона. Зверь. То же самое. Глен Джонсон. Легенда? Ага. Вопрос. Легенда. Улик, для тебя вопрос. Ливерпуль или сборная Кыргызстана? Опа! Тяжелый вопрос. Ну, специально. Сборная Кыргызстана. Забить победный гол или вытащить победный пенальти? Ты же вратарь? Забить самому? Да. Как вратарь еще? Ну, как Алисон. Как Алисон, да? Да. Или вытащить победный Как пенальти, вытащить там, победный как, пенальти. как Дюдик. Да, пенальти. Лучший игрок Ливерпуля за все время. В все время. Стиви Джи. Лучший, ну не лучший, любимый игрок Ливерпуля за все время. Ага, Стиви Джи. Любимый клуб после Ливерпуля. ЦСКА. Нет таких. Свидание с девушкой или матч Ливерпуля по ТВ? Матч Ливерпуля по ТВ. Любимый игрок Ливерпуля нынешнего состава. Али. Ага.
Если надо было бы избавиться от игрока Ливерпуля прямо сейчас, кто бы это был? Из основного состава. Из основ, там, которые уходят, старт в 11 игроков. Ну, плюс-минус там. Не так, что ты сейчас скажешь, Конор Тут, Брэдли. тут адепт защиты Кертиса Джонса есть. Так что... Ну, один игрок. Кертис Джонс. Ты бы от него избавился. Кстати, уйти. Я удивлен. Почему? Ну, как сказать по составу более другие игроки? Не Тиаго? Ну, Тяга же не в стартовом Тиаго составе. не играет. Хорошо, ладно. Почему не Дарвин? Он мой любимчик, честно. Дарвин? Что бы ни было, я его обожаю. Последние два вопроса. У тебя есть возможность купить любого игрока в Ливерпуль. Кто бы это был? Так, любого игрока? Ё-моё. Вот в нынешний Ливерпуль, чтобы он мог выиграть АПЛ. Мне кажется, все-таки это Вальверде. Вальверде. Последний вопрос. Следующий или этот сезон наш? Этот сезон. У меня все. И все. Так что? Нет, За Джонса это обидно. За Джонса капец обидно. За Джонса от тебя тамби, потом ушатает. Ладно, насчет этого сезона мы станем чемпионами? Конечно. Надеюсь. 100%. Должны. Только- Верим до конца. Только первое место. Только первое место у тебя. Побеждать. Да ладно. Или четверка нормально будет, топ-4. Нет, Тут конечно, топ-4 конечно, так есть же. нынешняя ситуация. Конечно, я могу сказать, что чемпионство. Но в начале сезона меня ругали за то, что Куда ты когда лезешь, да? когда я говорил то, что четверка будет нормой. Ну, мало кто ожидал, что я лично не ожидал, что мы Ливерпуль будет. настолько хорошо будем. Что, Я Ливерпуль больше будет? надеялся, я больше ожидал, что будет адаптация МакАлистера, Сабослая, и что на Он полную действительно ждет, мощность что любой игрок состав будет адаптироваться. состав будет готов к следующему сезону. Я больше так думал. Проектная мощность только Да. наступит следующим. Все хорошо, ребят, мы тогда завершаем. Вы меня пишите была шутка, свои была. прогнозы в комментариях, кто станет же чемпионом АПЛ 23-24. Точно не Арсенал. Так что давайте.